Доброе утро! Утро Якутии на телеканале Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей, которые в этот час уже бодрствуют. Возможно, кто-то собирается уже на работу, кто-то собирает своих детей в детский сад. Но в любом случае приятно просыпаться всегда с нашим телеканалом, потому что мы стараемся, мы работаем. Съемочная группа подготовила, как всегда, очень много полезной информации и добрых новостей. Да, все как обычно, ну, кроме того, что каждый раз новое, как бы не звучало, да, это все. Хорошего дня мы вам постараемся организовать, учитывая, что как день встретишь, так его и проведешь, поэтому будем день встречать тоже непосредственно хорошо, много всего интересного впереди нас ждет, почти что целый час будем вместе с вами. Ну а по традиции, конечно же, перво-наперво, что мы расскажем о том, что там за окном происходит. Сегодня в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила плюс 15, плюс 19 градусов. В заречной группе от плюс 17 до плюс 19, в южных от плюс 13 до плюс 15. В Вилюйской группе улусов от плюс 17 до плюс 18, в Нижнеленских 18-19 градусов тепла. В западных от 16 до 17 со знаком плюс, в Колымо-Индигирской группе улусов от 10 до 17 градусов тепла. В Янских от плюс 14 до плюс 16, на северо-западе от плюс 12 до плюс 19. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 17 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается слабый дождь, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Якутске сегодня днем прогреется до отметки плюс 26, плюс 28 градусов. У погоды нет плохой погоды. Каждая Каждая погода благодать. Вот вроде бы всем известная фраза, но иногда действительно стихийные бедствия могут как минимум испортить настроение. Да, ну вот бороться с этим тоже возможно. Мэр, например, коммуны Куланс, это во Франции находится, нашел интересное решение. Он просто взял и приказал дождю закончиться, издав при этом официальное постановление, которое многих ввело в шок. Как сказано в документе, с 15 июля 2024 года ливни должны завершиться. До конца октября в Кулонсе просто обязана установиться ясная погода. Ответственность за исполнение такого необычного приказа лежит на священниках и настоятелях приходов на севере страны. При этом мэр объяснил свое необычное решение желанием повеселить горожан, а их всего 227. И в период затяжного ненастья он это решение посчитал таким креативным и достаточно забавным. По его словам, это заставит людей улыбнуться в хмурые дни и, возможно, даст надежду на солнечные деньки. Паш, чего только не происходит в современном мире. Кстати, да, вот 15-е, там-то еще в той части земного шара 15 число только-только заканчивается, поэтому, я думаю, завтра мы могли бы все посерчить в интернете и посмотреть, получилось ли у мэра или нет. Но ты знаешь, ситуации бывают разные. Так, например, суд Эквадора недавно решил, что права реки Манчагара были нарушены и потребовал немедленных мер по ее очистке. То есть даже права рек бывают нарушены. Ну, на самом деле смысл-то такой, знаешь, распространенный. Немедленно очистить реку. Это, благой посыл. Да. Но формулировка, да, что были нарушены права реки, как говорится, кто прав, а кто река, кто-то, оказывается, защищает права непосредственно этой реки. Ну, ты знаешь, если бы действительно подобные приказы работали, и, возможно, бы это могло поменять ход событий, то, я думаю, как раз-таки сейчас бы приказ о том, чтобы завершились лесные пожары, были бы как минимум полезны, потому что сегодня утром мы проснулись, а город наш в дыму. Сегодня мы утром проснулись, и слава богу. А вообще, вот если взять не погрешность, да, а вспомнить, что мэр Куланса, он именно обязал контролировать этот указ священников и так далее, у нас есть, так сказать, люди, которые более к природе приближены и, возможно, более могут на нее влиять, и поэтому, возможно, действительно приказ о запрете лесных пожаров, он бы сработал бы. Ну, посмотрим, да, время покажет, а мы движемся далее. С 8 по 28 июля 2024 года Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия запускает для всех желающих творческий онлайн-конкурс «Ожившая картина» на тему «Семья и детство», приуроченный году семьи
в Российской Федерации, году детства в Республике Саха-Якутия. Для участия в конкурсе следует выбрать одну или несколько работ, чтобы оживить картину и поведать свою историю, проявив свое воображение в контексте произведения. При этом основной фон и предметы, используемые для создания ожившей картины, должны быть воссозданы без использования цифровых средств редактирования изображения. Подпишитесь на сообщество ВКонтакте Национального художественного музея по QR-коду, который вы видите прямо сейчас на экране, чтобы подробнее ознакомиться с условиями конкурса и быть в курсе всех новостей, выставок и мероприятий, ну и подобных конкурсов. Ну, кстати, возвращаясь опять же к приказу о запрете дождей, новость интересная, и наши коллеги из информационной службы сейчас тоже не менее интересными и важными, что самое главное, новостями поделятся. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В России изменились правила семейной ипотеки. При этом льготная госпрограмма продлена до 30 года. Кредит с господдержкой доступен следующим категориям граждан. Есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно. Воспитывается ребенок с инвалидностью. Есть двое и более несовершеннолетних детей. Это только для покупки первичного жилья на территории 35 регионов с низким объемом строительства или индивидуальной программой развития, а также в малых городах с населением до 50 тысяч человек. А для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку. Эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки будет проведен в ближайшие 2,5 года. Участниками госпрограммы могут стать госслужащие в возрасте до 35 лет включительно, занимающие должность гражданской службы не менее года. Обязательно одно из следующих условий. Госслужащий принимал во время прохождения военной службы участие в СВО, он имеет госнаграды, почетную грамоту, благодарность президента или поощрение правительства, либо является победителем конкурса «Лидеры России» или «Лучший по профессии». Цены на свинину снизились на 5% благодаря консолидации рынка и диверсификации производства. Россия вышла на полное самообеспечение этим видом мяса. При этом курятина подешевела на 2%. Ее наличие на прилавках обеспечивается импортом на фоне прошлогоднего дефицита. Отмечается, что стоимость килограмма свинины в оптовом звене в начале июня составляла 171 рубль за килограмм, курятины – 162 рубля за килограмм. Данные о добровольцах соберут на одной цифровой платформе. Заявления для корректировки сведений, персонифицированного учета и внесения изменений в индивидуальный лицевой счет будут регистрироваться на единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Добровольцам или их представителям нужно представить документ о периодах пребывания в добровольческом формировании, документ о периодах участия в СВО в период пребывания в добровольческом формировании. А вот у участников отбора образовательной программы «Время героев» появилась возможность пройти тестирование на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Продолжительность обучения составит около 2 лет. Оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы. Так, на пункте дистанционной обработки есть возможность подать заявление на участие в программе в следующем году. А те, кто уже прошел отбор, могут пройти тестирование. Мы проводим на следующий год прием документов, которые можно сделать через пункт дистанционной оценки, который у нас недавно открылась. Город Якутск был включен недавно только. По тому, как анкеты уже подают, приходят на тестирование, на управленческие качества. В дальнейшем, если проходит полностью отбор, получают возможность обучения с сентября месяца, например. Требования для отбора обязательно коммуникативность с людьми, высшее образование, должен быть участником специальной военной операции. Услуги охраны в России предоставляют не только частные охранные предприятия, но и Росгвардия. Функций у этого ведомства много. Но кроме контроля за оборотом оружия, ЧОПами, частными и детективными агентствами, оно охраняет жизнь, здоровье и имущество простых граждан. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника якутского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, подполковник полиции Олег Масляк. Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, поговорим, конечно, наверное, о таком важном, в интересном моменте, да, как работа в службе непосредственно вневедомственной охраны. И какие кандидатам на службу предъявляются требования сегодня? То есть кто может прийти и заступить на службу?
Основными требованиями для приема на службу в Росгвардию это является, в первую очередь, это возраст от 18 до 50 лет. С недавнего времени возраст подняли, до этого был до 35 лет можно было, сейчас до 50 лет подняли призывной. Второе — это состояние здоровья, то есть, естественно, человек должен быть годный по состоянию здоровья, психологически здоровым человеком, ну и, соответственно, отсутствие судимости и грубых административных правонарушений. Это основные требования для определения кандидатов на службу. То есть, в принципе, многие могут попасть в ряды Росгвардии, да, было бы желание. Ну а как проходит процесс отбора? Ну, приходит человек, говорит, я вот, в принципе, здоров, Принес силен. документы какие-то. Документы, да. И дальше что? Вы его как-то тестите? Да, естественно, это вы правильно заметили. Основное требование, еще при кандидате, это должно быть желание. То есть человек должно быть желание. После этого человек приходит к нам в подразделение, сообщает о том, что он хочет служить у нас. Естественно, мы даем ему направление на сбор первоочередных медицинских справок. После сбора данные медицинские справки направляются на проверку, то есть человека проверяют на судимость, на какие-то противоправные действия в его прошлой жизни. Если все нормально, то есть человек направляется на военно-врачебную комиссию, проходит психолога, и по результатам которых, если нет никаких оснований отказать человек принимается на службу. Ну, немаловажный, наверное, фактор выбора места работы, да, опять же, в виде неведомственной охраны Росгвардии. Это какие преимущества у службы в неведомственной охране есть? Основные преимущества — это высокая заработная плата, то есть стабильная заработная плата, ежемесячная, без задержек. Это ежегодно оплачиваемый отпуск с проездом, с оплачиваемым проездом как самому сотруднику, так и одному члену семьи. 100% оплачиваем у нас больничные, оплачиваемые, оплата ночных переработок, то есть полная идет. Для людей, молодых людей, у кого нет своей квартиры, у нас предусмотрена оплата под наема жилья. Практически до 80% можно оплаты жилья получить. Также можно получить возможность получения высшего образования за счет государства, да, в ведомственных институтах Росгвардии. То есть, по сути, приходи, учись, есть где жить, да, есть на что жить. В принципе, условия замечательные, да. А можно ли говорить о карьерной лестнице, да? Или, собственно, на какую должность пришел, то там и остается? Нет, все зависит от человека. То есть, если у человека есть желание развиваться, служить, то есть мы только в этом поможем. На моей практике очень много ребят, кто приходили на должности сержантов, буквально через год-два уже получали офицерские звания. Здесь действительно все зависит от самого человека, как он хочет построить свою будущую жизнь, свою карьеру в Росгвардии. Ну а вообще на сегодняшний день какие вакансии в вневедомственной охране Росгвардии открытые, скажем так? Открытые вакансии у нас это должности полицейского водителя, группы задержания. То есть вакансии у нас как на территории города Якутска, так и в 17 филиалах по республике Саха-Якутия. То есть во всех крупных филиалах есть наши подразделения, например, Мирнинский, Алданский, Нерюнгринский, Мегино-Кангавасские подразделения. То есть если человек решает связать свою жизнь со службой, естественно, ему просто необходимо подойти в подразделение внественной охраны по тому району, где он находится. Если это в городе Якутске, это Халтурина 4/1 у нас. Изъявить желание, что он хочет служить в Росгвардии, а все остальное мы ему научим и поможем и сопроводим. Здорово. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, надеемся, что желающих попасть в ваши ряды будет все больше и больше. И, собственно, мы будем жить в безопасности. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну, а все мы хотим, чтобы наш день проходил энергично и бодро, и чтобы было так, начинать день нужно соответствующе. Одним из лучших источников бодрости с утра, исключительно положительно влияющих на наш организм, в отличие от различных напитков, да, и прочих стимуляторов, является утренняя зарядка. И чтобы ваш день прошел бодро и энергично, каждый день наши спортивные инструкторы показывают комплекс упражнений, которые вы можете сделать дома. Сегодняшний день не исключение, так что предлагаем вам зарядиться бодростью и энергией вместе с нашей программой. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас парная тренировка, и мне поможет мой сын Оскар. Ну что, начинаем?
Надеюсь, вы взбодрились. Желаю всем отличного дня. Но если вдруг кто-то из вас сейчас, возможно, уже сделал зарядку и занимается еще одним ритуалом Восполняет утра, энергию. да, утром, следующий ритуал – это, конечно же, завтрак. Если вы его сейчас готовите, то мы вам очень сильно рекомендуем сделать его очень-очень вкусным. Ну, потому что сегодня нужно вообще максимально вкусно питаться. Во всем мире 16 июля отмечается Всемирный день вкусной еды. И, конечно, этот праздник неофициальный, в календарях его не встретишь, тем не менее ориентироваться на него как некое руководство к тому, как прожить сегодняшний день, думаю, вполне можно. Главное не переусердствовать с количеством вкусной еды. Ну, а о других датах сегодняшнего дня давайте узнаем. На календаре 16 июля – Международный день змеи. По народному календарю этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность. Еще одно название этого праздника – стажары. Так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу, если же его видно не было, в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем. Этот день в истории. 1054 произошел окончательный раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. 1748 Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. 1790 Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны – Вашингтона. 1965 торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы Монбланом. В этот день родились 1746 Джузеппе Пьяцци, итальянский астроном, математик, священник. 1922 Борис Бункин, советский ученый и конструктор, создатель систем и комплексов оружия ПВО. 1932 Олег Протопопов, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. 1962 Григорий Лепс, российский эстрадный певец, музыкант, композитор, народный артист России. 1968 Леонид Агутин, российский певец, поэт, песенник, композитор, заслуженный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил и Филипп. И мы продолжаем наш утренний эфир. Несмотря на то, что лето в нашей республике очень короткое, научные работы по селекции и семеноводству ведутся круглый год. С 8 по 16 июля прошла совместная экспедиция Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Вавилова по изучению диких родичей культурных растений Якутии.
Совместная экспедиция с участием ученых Всероссийского института растениеводства побывала в ряде улусов республики. Сегодня у нас в гостях Галина Толовина, старший научный сотрудник отдела агроботаники и Института генетических ресурсов растений Всероссийского института растениеводства. Очень интересная должность у вас. Галина, доброе утро. Впервые человек с должностью, где в должности латынь есть. Вот что значит инситу? Давайте сразу с этого начнем. Инситу это означает, что сохранение будет происходить именно в составе растительных сообществ, то есть в природе, там, где непосредственно растения и изначально образовались и произрастают. То есть не в какой-то там замкнутой сфере, Да, грубо не говоря, отдельно, не в лаборатории, извне, да. Да, именно Все. в природе. Ага. А теперь вернемся к экспедиции, да, которая прошла. Вот какова была ее основная цель и в который раз вы приезжаете в составе делегации? Основная цель нашей экспедиции – изучение диких родичей культурных растений Якутии. И в составе такой экспедиции мы приезжаем уже 3-й год. И в данном году у нас была основная цель изучения дикорастущих популяций жимолости и дикорастущих популяций земляники. Мгм. Ну вот опять же, речь говоря про диких родичей культурных растений Якутии, в ближайшее время могут ли появиться потенциально новые сорта, вот опять же, растений родом из Якутии? Ну, благодаря тому, что появляется новый материал, в том числе и сейчас мы привезли новый материал дикорастущих родичей, которые как раз представляют интерес для селекции. И благодаря этому процессу первый этап уже пройден, то есть материал собран. И следующий этап – это, конечно, уже изучение сортов, подбор, гибридизация. И в дальнейшем, возможно, будет создан новый сорт, который, конечно же, будет обладать этими признаками. Мгм. Галина, а какие планы по сотрудничеству Всероссийского института растениеводства с Якутским институтом сельского хозяйства уже запланированы? Ну, у нас в первую очередь то, что мы сейчас работаем совместно в составе молодежной лаборатории. И в дальнейшем в составе молодежной лаборатории мы планируем продолжать изучение диких родичей культурных растений. Основная цель, именно направление, которое я курирую, в принципе, Якутский институт сельского хозяйства планирует развивать сотрудничество с ВИР, как я понимаю, и дальше использовать стандартные методики ВИР и сотрудничать в плане воспитания новых кадров, потому что это тоже очень важно, чтобы наша молодежь именно приобщалась к основополагающим таким методикам в науке и обучалась. То есть вот такие долгоиграющие планы в Да, лаборатории. да. Но от планов это то, что в будущем, вернемся немножко в прошлое. А Всероссийский институт растениеводства, он носит имя Вавилова. Как он с Якутией был связан? Ну в данный момент можно сказать о том, что Николай Иванович Вавилов в 1927 году порекомендовал одного из селекционеров и растениеводов к тому, чтобы он был назначен руководителем сельскохозяйственного опорного пункта в Якутии. Это Балабаев Георгий Андреевич. И в дальнейшем уже этот задел послужил для развития сельскохозяйственной науки в Якутии. Опять же, затронули вопрос появления новых сортов, видов и так далее. И тут у меня что-то в голове всплыл достаточно, может быть, интересный вопрос, и зрителям, наверное, будет интересно. Как вообще часто появляются новые сорта растений? То есть часто ли это явление в современном мире, или уже селекционеры и аграрии столько всего повыводили, что что-то новое придумать трудно? Ну, как раз современный мир меняется, и требования к сортам меняются. И различные сорта, конечно же, ассортимент их периодически пересматривается. И как раз очень важно в том, чтобы именно было из чего выбирать для создания сортов. То есть основная такая задача – это сохранение образцов,
которые могут представлять интерес для селекции. И в дальнейшем уже селекционеры, которые заинтересованы в создании различных сортов, ну, конечно же, селекционеры и сами заинтересованы, и какие-то запросы от общества поступают, особенно в связи с последними актуальность в том, чтобы создавать новые какие-то сорта, которые содержат повышенное количество биологически активных веществ, в том числе. И здесь уже как раз подключаются и вот все базы, все коллекции, которые содержат интересные источники этих признаков. Галина, но вы не первый раз уже в Якутии, да, приезжаете в экспедиции. Может быть, вот лично ваше мнение, какое-то растение для вас вот было уникальным, либо вот которым вы там с какой-то определенным добрым воспоминанием, либо, возможно, вы хотите, чтобы это растение обязательно было еще в нескольких сортах? Ну, вот, что вас больше впечатлило? Да, самое большое впечатление этой поездки. Я бы как раз вот по свежим следам хотелось поделиться, что в ходе моих предыдущих исследований я не встречала именно жимолость, которая не содержала, плоды, которые не содержали бы горечь. А сейчас как раз вот благодаря тому, что был подобран именно маршрут по очень интересным регионам, где именно есть такие образцы, и мы как раз увидели воочию, что это очень и большое количество плодов, и очень интересное разнообразие, и вкусовые качества тоже очень высокие. И не горькие. Жимолости. Да, и вот что удивительно, дикорастущая жимолость очень часто, вот я когда встречалась именно в Якутии и в других регионах, плоды в основном содержали горечь. Здесь же мы как раз вот отобрали образцы именно из той популяции, где не было горечи в плодах. Галина, спасибо большое за эту беседу. Ну, желаем успехов в вашей работе, конечно же. Большое спасибо. Я хотела бы еще поблагодарить именно вот тех, кто участвовал в создании, в проведении нашей экспедиции. Это, конечно же, и Министерство экологии и природопользования лесного хозяйства, потому что у нас часть территории проходила на ОПТ, и также глав районов, которые непосредственно подключились и помогли нам провести. Это глава района Медино-Кангаласского улуса Чемоикского наслега и глава наслега Амгинского, то есть Амгинского улуса Балугурского наслега. Спасибо большое, Галина. Но мы, конечно же, от всей души желаем вам плодотворной работы и таких успешных экспедиций, которые будут приносить огромнейший результат. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Не так давно фраза «одно кофе, пожалуйста» вызывала бы у особо чувствительных к родному языку лингвистический инфаркт. А сейчас она звучит правильно и написана без единой ошибки. Хорошо это или плохо, но языковые нормы меняются в угоду удобства носителей. Вообще среднего рода кофе стал с 2009 года с выходом приказа номер 195 Министерства образования и науки России. Можете не гуглить текст приказа там, потому что вообще ничего про кофе нет. В документе просто представлен список словарей, в которых закреплены актуальные нормы русского языка. И в этих словарях слово «кофе» официально относится к двум родам – мужскому и среднему. Так что смело говорите и один кофе, и одно кофе. Впрочем, предпочтение все равно отдается классической мужской форме. А вот как обстоят дела со словом «руккола», узнаем далее. Доброе утро, дорогие телезрители! Наверное, лето для многих из нас самое любимое время года. Действительно, это время каникул, отпусков, путешествий, дачи и огорода. И, конечно же, овощей и фруктов. И первыми из овощей и фруктов на наш стол попадает салат. Слово «салат» в русском языке имеет несколько значений. Во-первых, это однолетнее овощное растение, листья которого употребляются в пищу сырыми. А еще это закуска, которая делается из вареных или сырых овощей с добавлением мяса, рыбы, молочных продуктов и многого другого. А еще слово «салат» в русский язык попало
через французский из итальянского. И слово «салат» обозначает то, что посолено. А надо еще отметить, что слово «салат» является родовым для названия зелени. Мы часто называем салат разные виды зелени. Например, слово «рукола». В этом слове так и хочется написать две буквы «К». И действительно, мы так и делали до 2012 года. А потом норма изменилась. И в слове «рукола» надо писать теперь только одну букву «К». Давайте менять старые привычки, говорить правильно. Всего доброго! Ну а мы, кстати, привыкли, еще вот говоря про то, как правильно говорить слова и так далее, вообще грамматики, мы привыкли к тому, что книга, да, которая является подспорьем для увеличения словарного запаса и повышения грамотности, они всегда пишутся идеально с точки зрения грамматики, орфографии, пунктуации. Конечно, за всем не уследишь, и в любую книгу может закрасться пара ошибок. Но есть книга, которая намеренно написана с ошибками, и это художественный ход для наиболее большего погружения читателя в атмосферу произведения. Об одной из таких книг узнаем чуть подробнее. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я вам расскажу про чудесную книгу Дэниела Киза «Цветы де Элджернона». Это 1959 год, книга до сих пор считается культовой, и долгое время в Советском Союзе ее называли фантастикой. Сегодня эта традиция сломалась, можно сказать, что это такой философский трактат, да, вообще это повесть, если мы говорим по привычным нам жанрам, но там в Европе и в Америке считается, что это рассказ, хотя посмотрите, какой это рассказ. Произведение, мне кажется, выбрано мной не просто потому, что это одно из, наверное, 20 моих любимых произведений в мировой литературе, но и потому, что самые главные, самые важные события происходили в этой книге летом. Главный герой, Чарли Гордон, он ведет дневник. И по мере того, как на нем испытывают особый препарат, который делает его гением, а потом обратно роняет его в бездны глупости, да, и, я бы сказал, безумия, он ведет дневник каждый день, да, иногда пропускает дни, но нам интересно, что такая вот форма подачи текста, она, во-первых, ускоряет динамику, здесь не так много описаний, здесь огромное количество рефлексии, диалогов. И даже интересно, если вы ни разу не читали, вы удивитесь, что первые 10-20% книги будут писаться с ошибками. Потому что Чарли Гордон только-только набирается интеллекта, он умственно отсталый, и первые части книги, они будут писаться неграмотно, неправильно будут стоять запятые, и это кого-то отпугнет, а кого-то, наоборот, привлечет. Мне кажется, это прекрасный прием, тем более для середины 20 века, хотя, с одной стороны, тогда многие экспериментировали, но представить, что сегодня кто-то пойдет на такой шаг, это, конечно, сложно. И невозможно читать эту книгу впервые и не заплакать, я скажу вот так. Я ее перечитываю раз в 2-3 года и считаю, что «Цветы де Элджернона» — это действительно должна быть домашняя книга у каждого, кто любит читать. Я бы ее назвал одной из сотни самых важных книг в мировой литературе. Поэтому пусть она немного грустная, но вы все равно будете рады за Чарли Гордона, за то счастье, которое он испытал. Вы увидите, как он относился к окружающим людям и никогда не переставал быть гуманистом. По-моему, в наше время это очень важно — любить людей и верить в добро. Так что я всем, конечно, советую Дэниел Киз, «Цветы де Элджернона». Читайте и любите жизнь. Вот как часто люди в последнее время дарят друг другу открытки? Ты знаешь, дарят. Я получаю открытки. Получаешь это? Да, и недавно мне пришла вот такая гениальная идея пойти на Почту России и отправить открытку. Сделала, пошла, отстояла очередь, подписала, в конвертик положила, отправила. И ощутила массу приятных эмоций. А открытки же вот есть, которые почтовые открытки, там даже конверт же не нужен, там уже можно адрес. Нет, я положила все-таки в конвертик. Я совсем там в чертоге воспоминаний. Не знаю, марочки мне не предлагали. Мне дали конвертик, и я туда опустила. Ну а вот я лично практику дарения именно открыток уже давно не наблюдаю. Ну разве что конверты подарочные для денег, да, и то редко кто их подписывает от руки с какими-то пожеланиями. То есть сейчас пожелания уже там отпечатаны какие-то. Максимум, что может появиться, там
от кого это, и все. Нет, можно даже не подписывать от кого, потому что этот конверт потом используют далее, понимаешь? Ну, Зачастую практика показывает именно так. да, но, кстати, при этом-то, да, такой подарок, это же всегда уникально, это какая-то вот подписанная от руки с пожеланиями, да, и такой подарок, он в конечном счете даже может стать каким-то экспонатом музея, потому что уникальность вот истории, которая в себе несет эта открытка. И вот как раз-таки в Музее истории Якутска есть несколько таких открыток, и давайте о них подробнее узнаем. Всем здравствуйте, меня зовут Руфов Дмитрий, я являюсь главным хранителем Музея истории города Якутска. И сегодня я хотел бы рассказать о открытках, которые хранятся в нашем музее. Вот. Это в основном у нас это новогодние открытки, но я начну, наверное, с такой предыстории, вообще печатания открыток в России. В России эта культура появилась в 1872 году, довольно-таки поздно. Вот. Так как в Европе это началось еще раньше, чем в России. Да. Вот. И именно открытки стали набирать популярность в России именно с того года. Вот. Начали то есть эти открытки можно было отправлять из одного города в другой. Вот. И за границу позже. Вот. Можно было отправить какую-нибудь почтовую открытку из России. Вот. Правда, там сюжеты были уже другие. Там на дореволюционных открытках изображались виды России, то есть какого-нибудь региона Российской империи. Вот. Есть дореволюционные открытки, существуют, с изображением Якутии, то есть вот и ее видов, городов. Вот. А если говорить о советской открытке, то поначалу, после революции, их особо не жаловали, так как считали пережитком именно буржуазного периода истории России. И их не печатали. Начали печатать позже, это в 30-е годы. То есть культура открыток была возвращена. Но при этом в советских открытках убрали то, что вот было связано, так сказать, с религией. Если вот такие открытки были, например, рождественские исчезли открытки. Вот. А вот если говорить о наших открытках, то они 80-х годов, открытки советские. И помимо того, что они ценятся у коллекционеров именно по автору рисунка, то есть художника, который нарисовал вот рисунок открытки. Вот. То есть отдельные есть коллекции по отдельным художникам. Вот. А в нашем случае тут еще интересно тем, что имеются записи, то есть кому-то отправляли, кого-то поздравляли с Новым годом. Тут очень занимательная есть, так сказать, история жизни даже. Тут вот отец с сыном каждый Новый год переписываются, то есть друг другу желают счастливого Нового года, то есть вот интересуются, как у них дела. Вот. А есть также открытки и не только вот от отца и сына, вот, которые переписывались, а есть еще и, например, вот внук поздравляет бабушку и дедушку с Новым годом. И тоже вот им желает счастливого Нового года. Вот. Ну и сейчас, вот если в современное время, то сейчас культура открыток не так популярна, хотя потихоньку она все-таки поднимается у нас. У нас сейчас это вытеснило именно общение, поздравления через мессенджеры наши популярные. Вот. И еще хочу отметить, что вот открытки, которые нам приносят в дар, они, то есть не хозяин иногда даже приносит эти открытки, а вот кто-то из наших знакомых, например, музея, дарители наши. Вот. И основная история вот таких предметов, которые к нам попадают, что им кто-то передал, вот из друзей, родственников, возможно, потому что они захотели выкидывать.
А вот уже позже кому передали эти вещи, они решили в музей передать. Потому что ну, вот выкидывать такие ценные вещи, ну, некоторым людям жалко. Вот, ну, к сожалению, у нас бывают случаи, когда на помойку выбрасывают достаточно хорошие предметы. Вот. Ну а музеи принимают в дар ценные предметы. То есть лучше подумать, прежде чем выкинуть. И передать лучше музею. Так будет лучше. То есть это мы стараемся сохранить историю для наших потомков. Вот. Ну, на этом я закончу свой рассказ. Изучайте историю вещей вместе с нами. Замечательная рубрика, действительно интересно окунуться в мир интересных вещей. И сегодня мы говорили об открытках. Ну а теперь необходимо передать слово нашим коллегам из новостного отдела, ведь они тоже готовы рассказать нам интересные и полезные новости. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. За информацию о виновнике лесного пожара якутяне могут получить 10 тысяч рублей. Как сообщают в Министерстве экологии региона, выплата денежного вознаграждения гражданам осуществляется за каждое лицо, виновное в возникновении лесного пожара. При этом максимальная сумма выплат за выявление нескольких лиц не может превышать 50 тысяч рублей. Позвонить для того, чтобы сообщить о виновнике, можно по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Все новые разработки в области сельского хозяйства и пищевой промышленности создают студенты и выпускники инженерного факультета АГАТУ. В этом году одними из таких разработок стали гусеничный трактор и компактный зерноочистительный аппарат. Первый является выпускной работой двух студентов. Трактор также может быть оборудован транспортерным выкапывателем картофеля или же работать как отдельный генератор. А вторая работа менее габаритная и более энергосберегательный вариант комплексного зерноочистительного аппарата. Все материалы и оборудование для создания сельхозмашин предоставляет университет. Наши вот эти инженерные специальности, они достаточно востребованы, они не являются узкопрофильными, потому что база и учебные программы, которые мы подготавливаем для наших студентов и будущих специалистов, они достаточно имеют широкий спектр общеинженерных дисциплин, и мы даем достаточно хорошие компетенции, которые потом им дают устраиваться и быть востребованными в других отраслях. Найдены фрагменты сооружения якутского острога 17 века. Археологи сообщают, что предположительно это воеводские подвалы, построенные из садовых деталей. Участок, где проводятся археологические работы, располагается между зданием кафедрального Свято-Троицкого собора и многоквартирным домом по Каландаришвили 8. На территории найдено около 700 археологических находок, принадлежащих быту 17 до 20 веков. Это ножи, гвозди, монеты, пуговицы, фрагменты керамической посуды, украшения и многое другое. В конце 17 и весь 18 век на территории располагался административный и политический центр города. Нес службу военный гарнизон, находилась воеводская канцелярия. Изначально цель это найти след острога, поскольку по документам острога как такового мы можем уже и не найти. Он был разобран в 1922 году, может быть, какие-то следы остались. Вот эти следы задача найти. Это именно к концу сезона. Но это в идеале, потому что на самом деле есть непреодолимые обстоятельства, это природные обстоятельства, это человеческий фактор, конечно, никто не отменял. Поэтому копаем до тех пор, пока можем копать. Недалеко от села Чурапча в озере поймали необычного карася золотого окраса. Как отмечают эксперты, это вполне допустимое явление в природе. Причиной золотого окраса карася могут служить генетические изменения в результате близкородственных скрещиваний в пределах одной популяции. Так как караси обитают в изолированных озерах, для них это довольно распространенное явление. Также караси могут приобретать яркий золотой окрас в период нереста с июня по август.
К этому часу это все новости. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. С 15 по 21 июля 2024 года в России проводится неделя сохранения здоровья головного мозга. Головной мозг – это главный орган центральной нервной системы человека, благодаря которому осуществляется работа всех органов человека. Любой сбой в работе головного мозга моментально приводит к нарушениям в работе всего организма, что негативно сказывается на жизнеспособности человека. И сегодня у нас в гостях Нина Васильева. Это врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук. Доброе утро. И доброе утро. Как раз, да, поговорим про головной мозг. В первую очередь, конечно, как его сохранить, чем он может болеть, как это можно предотвратить. Вообще, какие болезни головного мозга существуют? Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, 22 июля ежегодно во всем мире отмечается День мозга. В этот день, конечно, нужно говорить о заболеваниях, о методах профилактики, диагностики этого органа. Вообще надо говорить, что головной мозг – это центральный аппарат нашего организма. Если мы это сравниваем, в общем, с оркестром, да, то все наши органы и системы – это вот скрипачи, это все вот музыканты, а головной мозг является дирижером. То есть для головного мозга это функция управления всем человеческим организмом. Таким образом, человек человеком становится, когда у него, конечно же, здоровый головной мозг. Какие же заболевания есть, да? Нервная система. Если вот у нас, у докторов, есть такая настольная книга, это национальное руководство по неврологии, и там имеется буквально 27 глав, то есть 27 направлений основных, это заболевания головного мозга. То есть это большие темы, да, такие как сосудистые заболевания головного мозга, это травмы головного мозга, это воспалительные заболевания, это врожденные аномалии нервной системы, это заболевания вегетативные, то есть очень много их, конечно. Очень много заболеваний. Да. Но если все-таки говорить про симптомы, на которые стоит обратить внимание, на которые, возможно, люди часто, вот в том-то и дело, не обращают внимания, но это уже звоночек. Вот самые такие, ну как сказать, популярные симптомы, на которые стоит обратить внимание. Но сегодня надо, наверное, говорить о наиболее распространенных и актуальных заболеваниях нервной системы, сосудов, да, головного мозга – это инсульты. Это не секрет, что сейчас, да, действительно, хотя и проводится очень много работ по этому направлению, создаются уникальные институты, центры, отделения открываются, да, люди знают, как профилактировать, в общем, это заболевание, но тем не менее заболеваемость растет из года в год. Поэтому необходимо знать населению первые симптомы этого грозного тяжелого заболевания. Это FAST-синдром, тест так называемый, да, то есть это face, это arm, это speech и time. То есть это когда у человека, будь то это на работе, у коллеги, это дома может быть, хоть у кого, независимо от возраста, пола и так далее, развивается остро, то есть это внезапно на фоне, казалось бы, такого благополучного состояния, да, нарушение речи может быть, это опущение угла рта может быть, то есть мы смотрим на лицо, просим показать язык, язык прямо находится или он повернут в сторону. Улыбнуться еще, по-моему. Да, мы просим поднять руки перед собой, да, и если опускается какая-то рука, какая-то сторона, рука-нога слабеет, или это по-другому называется паралич, нарушение, вот в сочетании всех этих непонятных симптомов оно является прежде всего симптомом острого нарушения мозгового кровообращения. В этих случаях нужно, да, что делать? Вызвать скорую помощь медицинскую, потому что сейчас, на настоящий момент, по всей России и в частности у нас в Якутии, в республике, созданы условия хорошие для того, чтобы вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь. Кстати говоря, про инсульт есть ли какой-то временной промежуток, когда как бы, он относительно без последствий может пройти для человека? Совершенно верно. Очень хорошо, что вы знаете.
это 4,5 часа. Первые часы, вот это золотое время мы называем, да, когда в это время успеваем мы принимать пациента с этими нарушениями, с этими жалобами, да, тогда у нас имеется возможность полностью растворить возникший тромб, и пациента мы можем вытащить из того света без грубых последствий. А вообще, как часто нужно проводить обследование головного мозга? И, да? и где это И делается? где это делается, да. Вот придешь в поликлинику, скажешь, хочу обследование головного мозга. Вам же в любом случае скажут, не положено. Идите платно, да? Так, в этом случае я хочу сказать несколько вещей. Да? Необходимо, наверное, различать детский возраст и взрослого человека. Да? Дети в силу своего возраста, конечно же, да, они не могут сказать свои проблемы какие-то, да, поэтому если мы говорим о том, что необходимо вовремя поставить диагноз, правильно, особенно это у детей тоже же, да, заболевания нервной системы могут быть, то существует такой календарь, когда педиатры назначают плановые медицинские осмотры с обязательным, да, включением там офтальмолога, врача-невролога. Потому что головной мозг — это не только то, что я вот перечислила, да, а все функции организма — это слух, это зрение. Поэтому проведение таких осмотров для детей это выявляет, конечно же, рано какие-либо нарушения. А то, что касается нас, конечно, да, взрослых тоже могут быть. Если вот есть, в общем, какие-то непонятные симптомы, жалобы, да, ну вот, например, не было никогда головной боли, а что-то часто стало вот это беспокоить утром или там вечером, наоборот, да. Если что-то непонятно, пожалуйста, к неврологу. Сейчас, мне кажется, проблем нет в этом плане. Можно и в частном порядке проходить, можно и в государственном. Тоже нет проблем, я думаю. Нина Афанасьевна, ну, спасибо за эту беседу важную очень. Особенно мы поговорили про инсульт, да, который, во-первых, и молодеет, и достаточно такой серьезная история инсульта, не думайте. Ну, а вообще, конечно, необходимо следить за своим здоровьем, обращать внимание на все симптомы, да, ну и беречь своих близких. Спасибо вам большое, доктор. Мы вам желаем также здоровья. Да, ну а нашим зрителям желаем сегодня, конечно, тоже быть здоровыми, хорошего вам дня и следите за своим здоровьем, не забывайте про него.